Қарулы күштер бұл ұлттық мүддемізді сақтау, аумақтық тұтастық пен егемендікті қорғау кепілі. Мемлекеттің әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы маңызды міндеттің бірі білікті әскери маман даярлау, жастарды әскери патриоттық тәрбиелеу болып табылады. Бұл міндет Қазақстан Республикасының барлық әскери саласында іске асырылады. Система военного образования Министерства обороны включает 9 военно-учебных заведений, функционирующих в едином нормативно-правовом и учебно-методическом поле общей системы образования нашей страны. В настоящее время подготовка военных кадров осуществляется по следующим уровням образования. Средняя. Республиканские школы ЖАС-УЛАН. Таких школ у нас 3. Техническое и профессиональное образование, военные колледжи. У нас 2 военных колледжа. И послевузовское образование, высшее образование, бакалавриат осуществляет 3 наших военных института. И послевузовское образование, магистратура и докторантура осуществляет Национальный университет обороны. Подготовка военных кадров по уровням высшего и послевузовского образования также осуществляется в зарубежных вузах зарубежных государств. На военных кафедрах при гражданских высших учебных заведениях Республики Казахстан осуществляется подготовка военно обученного резерва, сержантов и офицеров запаса. Существующая система позволяет нам реализовать общую тенденцию в образовании на принципах обучения в течение всей жизни или для военнослужащих в течение всей службы. Среднее образование осуществляется в 3 республиканских школах ЖАС-УЛАН на базе основного среднего образования, то есть 10 и 11 классов, с полным обеспечением обучающихся за счет бюджетных средств в соответствии с установленными нормами. Всего из стен наших республиканских школ за эти годы выпущено более 14 тысяч патриотов нашей страны. Ежегодный выпуск составляет более 300 человек, большинство из которых поступает в учебные заведения Министерства обороны, пограничной службы КНБ, Министерства чрезвычайных ситуаций, Национальной гвардии Республики Казахстан. Республиканские школы ЖАС-УЛАН являются учебными заведениями, реализующими программу общего среднего образования с углубленным изучением иностранных языков, военных дисциплин и усиленной физической подготовкой. Жизнедеятельность школ организована по интернатной системе с круглосуточным пребыванием учащихся, именуемых воспитанниками, и их полным обеспечением за счет бюджетных средств в соответствии с установленными нормами. Перечень же документов и требований кандидатам, необходимым для поступления, указаны в приказе министра обороны от 22 января 2016 года номер 35, это правила приема военно-учебных заведений, а также размещены на сайтах указанных военно-учебных заведений. В соответствии с концепцией развития военного образования и науки Вооруженных сил Республики Казахстан до 2030 года предусмотрено преобразование 3 республиканских школ в военные колледжи. В этой связи в целях качественного проведения мероприятий по преобразованию этих школ в военные колледжи министром обороны принято решение провести указанные мероприятия поэтапно. В этом году республиканскую школу ЖАС-УЛАН в городе Шымкенте и в 2025 году, в следующем году, республиканские школы ЖАС-УЛАН в городах Алматы и Караганды. Техническое и профессиональное образование осуществляется в наших военных колледжах города Астаны и города Щучинска на базе основного и среднего образования. Прием осуществляется после 9 и 11 классов с полным обеспечением за счет бюджетных средств в соответствии с установленными нормами. Келесі сөз Астана қаласы әскери колледжінің бастығы полковник Тулеушев Газиз Аусхан ұлына беріледі. Астана қаласындағы әскери колледжге оқуға түсетін жасөспірімдердің жасы 15-ке толған, бірақ 17 жастан аспаған, 9 сыныпта аяқтаған жасөспірімдер қабылданады. Және оқу мерзімі 2 жыл 10 айды құрайды. Кәсіпқой сержанттарды даярлау Қазақстан Республикасы қарулы күштері үшін талап етілетін 3 мамандық және 4 біліктілік бойынша жүзеге асырылады. Атап айтқанда,
байланыс, радиоэлектроника және коммуникация құралдарының технигі, қару-жарақ пен әскери техниканы пайдалану және жөндеу жөніндегі технигі, инженерлік саперлік бөлімшелерді басқару, радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс әскерлерінің бөлімшелерін басқару мамандықтар бойынша. Оқуды бітірген азаматтар кіші сержант әскери атағын, сонымен қатар В және С1 санатындағы жүргізушілерді даярлау курстарын аяқтаған туралы куәлікті алады. Сондай-ақ олар әскери бөлімдерге 100% жұмыс орнымен қамтылады. Әскери колледжде оқуын үздік аяқтаған азаматтар жоғарғы әскери орындарына бірден екінші курсқа түсуге құқылы және қысқартылған оқу бағдарламасы бойынша оқуын жалғастырады. Колледжден кейін әскери институттарға түсетін азаматтар колледжде оқу кезеңінде өткізілетін рейтингтік іріктеу нәтижелері бойынша ұлттық бірыңғай тестілерін тапсырмай қабылданатын еске саламыз. 2021 жылы Астана қаласындағы Жас ұлан республикалық мектебінің базасында құрылған әскери колледжден ағымдағы жылы алғашқы түлектер кәсіби сержант мамандығы бойынша білімдерін аяқтап шығады. Рахмет. Комплектование должностей в вооруженных силах Республики Казахстан сержантским составом осуществляется также за счет выпускников военного колледжа города Щучинска по 3 квалификациям. Управление мотострелковыми подразделениями, управление подразделениями ракетных войск и войск артиллерии, управление танковыми подразделениями. Прием в военный колледж города Щучинска в текущем году будет осуществляться на базе 9, окончивших 9 класс, на базе 9 и 11 классов. Прием осуществлялся ранее лишь на базе после 11 класса. Ежегодный набор в военные колледжи составляет военный колледж Щучинск. Ранее мы набирали 240 человек. В этом году по плану набора мы увеличиваем до 280 человек. Военный колледж Астана до 200 человек. Всего за эти годы из стен колледжев выпущено свыше 4000 сержантов-профессионалов. Выпускники военного колледжа проходят службу и в рядах пограничной службы КНБ, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны и Национальной гвардии Республики Казахстан. Перечень документов и требований кандидатам, необходимых для поступления, указаны в том приказе, который я выше упоминал. Жоғары білім деңгейі бойынша кадрлық әскері даярлау, барлық дерлік әскер тектері мен қарулы күштер түрлерінің негізгі мамандықтарын қамтитын және даярлауды жүзеге асыратын 3 әскері институтта жүзеге асырылады. Құрлық әскерлерінің әскері институты 7 мамандық және 15 біліктілік бойынша слайдта ұсынылған. Әуе қорғаныс күштерінің әскері институты 7 мамандық және 14 біліктілік бойынша. Радиоэлектроника және байланыс әскері инженерлік институты 7 мамандық және 10 біліктілік бойынша. Всего из стен института выпущено более 35 тысяч офицеров, которые проходят службы в тех органах, которые я выше уже упоминал. Более 50 выпускников удостоены высших воинских званий генерал. Ежегодный набор в военные институты составлял более 700 человек. В этом году министром обороны увеличены планы набора. Мы набираем свыше 800 человек. В 2024 году внесены соответствующие изменения к требованию результатов ЕНТ для поступления в военные институты. Минимальный проходной балл в 50 баллов. Профилирующие предметы остались также без изменения по 7 баллов, а вот грамотность чтения и письма снижена с 5 до 3 баллов ввиду того, что Министерством науки и высшего образования в этом году изменены количественный показатель вопросов по математической грамотности и грамотности чтения и письма с 20 до 10 баллов. Но это общегосударственное требование. Следует отметить, что данными правилами предусмотрена возможность поступления в военные институты солдат-срочников. Вы знаете, у нас активно продвигается программа «Срочник 2.0». Без вступительных экзаменов и учета результатов ЕНТ квота на их поступление составляет 25% от общего плана набора. Также вносятся изменения в приказы министра обороны в части продления сроков приема документов местными органами военного управления.
до 10 июня. Ранее это был срок до 30 апреля. Сдача документа в военный институт в период с 15 по 31 июля. Ранее этот срок был с 15 по 20 июля года поступления. Прием граждан и военнослужащих в военные институты с 1 по 20 августа. Раньше этот срок был с 20 июля по 5 августа. Последующим этапом. Первый этап – это профессионально-психологический отбор. Второй этап – это окончательное медицинское освидетельствование в соответствии с правилами проведения военно-врачебной экспертизы. Третий этап – проверка физической подготовленности. Четвертый этап – это конкурсный отбор. Для поступающих на летные специальности и профессионально-психофизиологический отбор и зачисление. Решение приемной комиссии объявляется до 10 часов 21 августа. Ранее срок этот был 6 августа. Года приема и размещается на интернет-ресурсе военного института. Заявление на апелляцию принимается до 10 часов 22 августа. Решение приемной комиссии о зачислении утверждается 23 августа, ранее срок был этот 8 августа, года приема приказом начальника военного института. Әскери оқу орындарында қарулы күштердің қажеттілігін өтеу мақсатында даярлау мамандықтарын тізбесі едеуір кеңейтілді. Әуе қорғанысы күштерінің әскери институтында ұшқышсыз ұшу ақпараттың басқару мамандығы бойынша кадрлар даярлау жүзеге асырылады. Алғаш рет әскери теңіз мамандықтары бойынша іріктеу жүзеге асырылады. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтта радиоэлектрондық барлау және радиоэлектрондық күрес, ақпаратты қорғау және автоматтандырылған басқару жүйелері мамандары. Кроме того, в рамках академической мобильности инженерный институт радиоэлектроники и связи осуществляется подготовка курсантов на базе Международной образовательной корпорации города Алматы по специальности эксплуатация, организация и осуществление военного строительства, эксплуатация зданий и сооружений. В военном институте сил воздушной обороны в 2023 году осуществлен набор по специальности «Морская техника и технологии в военном деле» с подготовкой их последующим на базе Каспийского университета технологии и инженеринга в городе Актау. Военный институт сухопутных войск в 2023 году осуществлен набор по специальности «Физическая культура и спорт в военном деле» с подготовкой их на базе Казахстанской академии спорта и туризма города Алматы. В 2024 году помимо существующих специальностей планируется набор военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи по новым специальностям: журналистика и связь с общественностью в военном деле и дирижирование в военном деле. За счет увеличения спектра специальностей подготовки военных специалистов в наших вузах сокращена подготовка военных кадров за рубежом со 100 специалистов до 60 и осуществляется в соответствии с потребностью вооруженных сил по специальностям, которых не готовят у нас в стране. Таким образом, наша система военного образования создана и отвечает современным требованиям. Уровень подготовки военных кадров позволяет успешно решать задачи по боевой и мобилизационной готовности войск и повышению обороноспособности страны. Жоспарланған шаралар іске асыру мақсатында жоғары білімді, білікті әскери кадрларды жаңа қазақстандық патриотизм рухында мақсатты тәрбиелеуге мүмкіндік береді деп сенемін.